Друзья, мне попался очень интересный документ, рассекреченный недавно о беседе Бориса Березовского с западными э, силовыми органами. Давайте я вам зачитаю сперва сам этот документ, само общение Березовского, а потом я вам скажу свое мнение по этому поводу. Секретно, рассекречено. Мусульманский мир как угроза. На встрече с начальником отдела политики и разведки 6 ноября заместитель Пол Инт, 6 ноября заместитель секретаря Совета Безопасности Березовский изложил свои соображения по Чечении. По его мнению, мусульманский мир представляет собой растущую угрозу для западной цивилизации, которую Соединенные Штаты и другие ведущие западные государства грубо недооценивают. Он утверждает, что не является противником мусульман, а просто доказывает, что мусульманский мир только начинает проявлять себя как важный мировой игрок в преддверии 21 века. Как и все новички, он, по мнению Березовского, молод, динамичен и агрессивен. Это вызывает особую тревогу, поскольку Россия находится в состоянии упадка, в то время как она должна продолжать выступать барьером между мусульманским и христианским миром, как это было, как утверждает Березовский, исторически. Что касается Чечни, Березовский заявил, что крайне важно, чтобы она оставалась частью России, если Россия хочет и впредь быть оплотом против мусульманского мира. Во время своего недавнего визита на Северный Кавказ Березовский заявил лидеру, как здесь написано, сепаратистов Масхадову перед телекамерами: Россия заплатит любую цену за мир и стабильность на Кавказе, и она заплатит любую цену, чтобы удержать Чечню в составе России. По словам Березовского, эти его слова не были показаны по российскому телевидению. И вот мой комментарий. Как нашу национально-освободительную борьбу превратили в международный терроризм пример Березовского и его чеченоговорящих пособников. Борис Березовский, занимая пост заместителя секретаря Совета Безопасности РФ с октября 1996 по ноябрь 1997 года, целенаправленно формировал у американских партнеров представление о национально-освободительной борьбе Демократической Чеченской Республики Ичкерия как части международного исламистского терроризма. Согласно рассекреченной дипломатической депеше США, еще в ноябре 1996 года Березовский, действуя по указанию кураторов из ФСБ, внушал Вашингтону, что мусульманский мир представляет собой молодую и агрессивную угрозу западной цивилизации, а чеченцы – часть этой угрозы. Поэтому Россия обязана служить историческим оплотом и барьером на пути этой экспансии. Раньше, во время существования Османской империи, тогда Россия играла такую роль для Запада. Сейчас этот нарратив уже не используется Западом, но Россия постоянно пытается предложить свои угрозы, услуги по уничтожению мусульман для Европы. Эта манипуляция радикально меняла восприятие конфликта в международном сообществе. Борьба за самоопределение подменялась глобальным противостоянием, в котором Чечения удерживалась в составе России исключительно как объект стратегического сдерживания в интересах Соединенных Штатов Америки. Такая перекодировка смыслов обеспечила Москве международную легитимизацию расправы над чеченским народом и вписала чеченские события в глобальный нарратив борьбы с международным терроризмом. Особый цинизм ситуации заключается в том, что Березовский, публично позиционируя себя как миротворца и друга, даже распускались слухи, что он якобы женат на чеченке, одновременно выстраивал теневые финансовые каналы с идеологами радикализации внутри Ичкерии. Пока ФСБ за закрытыми дверями Госдепартамента выставлял чеченцев исламистской угрозой, их протеже, российские специсламисты Маулади Удугов и Ахмед Закаев, щедро спонсируемые Березовским миллионами долларов США, в 1999 году открыто призывали к священному джихаду против неверных и первыми в 21 веке напасть на кефиров, помогая России дискредитировать национальные чаяния чеченского народа и окончательно вписать войну в глобальный нарратив экстремизма.
В результате подмены понятий национально-правовая основа конфликта была вытеснена на периферию, что принесло чеченскому народу неимоверные страдания и горе, и предопределило долгосрочную изоляцию чеченского вопроса в международном правовом поле. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 16 февраля 2026 года.